В хадисе от Абу Хурайры пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: когда аманаты будут утеряны, ждите часа. Когда люди потеряют понятие аманата, когда они потеряют ценность аманата, когда они потеряют опасность, важность, значение аманата, ждите часа, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Настанет судный день. И сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказали: я Расулюллах, как они будут утеряны, то есть как будет потерян аманат? На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: когда дела будут поручаться тем, кто этого не заслуживает, ждите часа. Когда дела будут доверены тому, кто этого не заслуживает, ставить на место тех, кто не заслужит это место, договариваться с людьми, с кем нельзя договариваться, доверять будут секреты тому, кому нельзя будет доверять. Ждите часа, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И эти времена наступили. Мы не чувствуем ответственности вот этого аманата, что Аллах на нас возложил, и за эту ответственность мы будем нести спрос у Аллаха субханаху ва тааля. Вот это понятие аманата на сегодня утеряно. Аллах субханаху ва тааля говорит: о те, которые уверовали, не предавайте Аллаха и его посланника, и не предавайте оказанное вам доверие сознательно. То есть Аллах субханаху ва тааля сравнил хаянат, предательство. Вот невыполнение аманата он сравнил с предательством. И предательство не просто, а предательство Аллаха и его пророка. Человек, на которого был возложен аманат, и человек, который его предал, Аллах его сравнил с тем, кто предал Аллаха и его пророка. Вопрос аманата — это не вопрос между нами двумя. Мне кто-то по секрету что-то сказал, и я начал это распространять. Аманат — это право Аллаха, это приказ Аллаха. И когда я начинаю рассказывать эти секреты, я предаю Аллаха субхану ва тааля и его пророка. И вот этого понятия у нас сегодня нету. Мы можем спокойно рассказать секреты другого человека. Мы можем спокойно то, что на нас возложено, предать. Вот мы, будучи мусульманами, я пришел, договорился с человеком на работу. Я должен сидеть с 9 до 6. Я могу предать и уйти спокойно. Он же не видит. Проблема не в этом. Аллах видит, Аллах знает. И я предаю Аллаха и его пророка, как об этом сказал Аллах субханаху ва тааля. И вот этот вопрос аманата, мне не нужно говорить: брат, это аманат. Вот эта ответственность, она должна быть у меня. Я сам должен понимать, я сам должен этого бояться. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе сказал: если один человек рассказал что-то другому человеку, а затем обернулся, то есть посмотрел, нет ли кого со стороны, то это уже аманат сказал. Мне не нужно говорить: брат, только никому не говори. Я увидел, что он мне отвел в сторону и по секрету это сказал. Это для меня, это уже на мне аманат. Я уже должен этого бояться. Но он же мне не сказал, что это аманат, поэтому я всем рассказал об этом. У нас же так обычно говорят. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что сказал? Он просто обернулся. Ты увидел по его поведению, что он тебе это по секрету сказал. На тебе уже вот это право Аллаха возложилось. Ты должен бояться Аллаха в этом. Кем бы он ни был, каким бы плохим человеком он ни был, как бы он ни рассказывал твои секреты, это право Аллаха. И в этом случае, рассказывая про это, ты предаешь Аллаха и его пророка. Когда ученый сказал, что такое аманат? Аманат — это доверие. Вот это, когда не будет вот этого доверия, ждите часа, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Понятие аманата очень широкое. И вот важность этого, то, что это право Аллаха. Человек, который предает аманат, предает Аллаха и его пророка, должно побуждать нас изучать вот этот вопрос. Что есть аманат? За что мы будем спрошены в судный день? Потому что человек, который нарушает аманат, он заслуживает наказания и в этом мире, и в ахирате. И, повторюсь, понятие аманата очень широкое. И поэтому ученые разделяют, говорят, аманат есть аманат между рабом и Аллахом, и между другими рабами. И во всем этом есть аманат доверенное, то есть то, что Аллах доверил человеку. И ученый сказал, у этого очень много пагубных. Оставление аманата, предательство аманата, есть очень много пагубных последствий. Одни из них, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что человек, который предает аманат, у него неполноценная вера. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, не уверовал тот, кто не соблюдает доверенное. Тот, кто не соблюдает аманата, у него нет веры, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Ученый сказал, что у него вера неполноценна. Вера, то, что будет причиной того, что мы попадем в рай или не попадем, она неполноценна. Если я позволяю себе рассказывать чужие секреты, значит, у меня проблема с моей верой. У меня проблема в том, простит ли Аллах меня или нет.
То есть, если я позволяю себе это, значит, я не уверовал полноценно. Так, вторым, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что предавание аманата – это признак лицемерия. Человек, который предает, рассказывает секреты, либо не выполняет веренное ему, это признак лицемерия. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, лицемер обладает 3 признаками. Если говорит, то обманывает. Если обещает, не выполняет. Если ему оказывают доверие, то он предает. И дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, даже если соблюдает намаз и постится, и утверждает, что он мусульманин, он лицемер. Даже если он читает намаз, постится и говорит, что я мусульманин, и если в нем вот эти 3 качества есть, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, он лицемер. Мы должны бояться этого. Если у нас есть лицемерие, Аллах не простит. Тогда зачем мы себя считаем мусульманами, хотим, просим у Аллаха джаннатуль фирдаус, но позволяем деяния, которые присущи лицемерам, а для лицемера самый нижний слой ада. 3. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, когда в день воскрешения Аллах соберет первых и последних, то есть все люди придут, до того, для каждого предателя, то есть тому, кто предал аманат, будет поднято знамя и будет сказано, это за предательство такого-то сына такого-то. То есть до начала судного дня мы уже будем видеть, что вот этот человек, он нарушал аманат. Если мы кого-то предали, за нами будет знамя, что мы предатели. Позор судного дня будет. Также ученые сказали, то, что это Аллах ведомо, Аллах знает то, что мы совершим. Даже если кто-то нам по секрету рассказал, и мы кому-то по секрету-то втихаря рассказали. Аллах же видит, Аллах знает. Даже если тот, кто нам верил, это обман, он не узнает то, что мы его предали. Если даже муж не узнает то, что его жена рассказывала про него, или наоборот, жена не узнает то, что муж рассказывал про нее, ходил всем. Аллах-то видит. И об этом Аллах субхану ва тааля говорит, неужели они не знают, что Аллаху ведомо все, что они скрывают и делают открыто? Аллах все это видит. Мы должны стесняться Всевышнего, потому что мы нарушаем законы Аллаха субхану ва тааля. Да, она, жена, заслуживает, возможно, она плохая, но вопрос это между тобой и Аллахом. Да, возможно, муж притесняет, но одно, когда жена приходит, рассказывает это калды, чтобы решить этот вопрос, другое, когда она получит это среди сестер. Для чего? Это право Аллаха, ты тем самым портишь себе ахират. Это потому что это право Аллаха, это предательство Аллаха. Это не между мужем и женой, это уже между ним и Аллахом, субханаху ва тааля. Поэтому это приказ Аллаха, субханаху ва тааля. Аллах говорит, вот те, которые уверовали, не предавайте Аллаха и его пророка. Не предавайте. И не предавайте того аманата, который вам верили. То есть, когда мы кого-то, возможно, человек плохой, но то, что он по отношению к нам поступает несправедливо, не дает нам права совершать несправедливость в ответ. Он понесет за себя свои деяния. Лякум диникум вали один. Вам своя религия, нам своя религия. Вы понесете то, что вы говорите, я понесу то, что я понесу. То, что я совершил. Он совершает запретное, он за это будет отвечать. Аллах с него спросит. Но если я начну об этом рассказывать, я тоже буду за это отвечать. Вопрос же в этом. И ученые сказали, есть аманат, величайший аманат. Аманат в вопросах религии Аллаха субхану ва тааля. Право Аллаха субхану ва тааля. Религию, которую мы имеем. Вот мы мусульмане, это аманат Аллаха. И на нас является возможность доведения этой религии. И это тоже является аманатом на нас. Не как сравнили то, что держим у себя, никого не уча, не раздавая эту милость. Аллах верил. По своей милости Аллах субхану ва тааля сделал нас среди тех, кто читает намаз. Это милость Аллаха. И на нас является обязанностью доведения до других вот этой религии. Это является аманатом. Любая милость, которую Аллах субхану ва тааля нам дал, это аманат. Здоровье – это аманат. Имущество – это аманат. Дети – это аманат. Аллах нам дал, а Аллах с нас спросит. Аллах наделил нас имуществом, Он с нас спросит, халяльным путем мы его тратили или не халяльным, куда мы его потратили. Здоровье – что-то полезное мы его используем, либо в харамное. Это аманат, за который мы будем отвечать. Честь, ученые сказали, это тоже аманат. Аллах возвеличил человека. И человек сам себя унижает совершением грехов, совершением непослушания Аллаху субхану ва тааля. И за это мы тоже будем отвечать. За это тоже Аллах субхану ва тааля с нас спросит. То, что Аллах возвеличил нас, и мы сами себя унижаем непослушанием Аллаха субхану ва тааля. Повторюсь, дети, это тоже аманат. Мы будем отвечать за наших детей. Аллах дал нам детей чистыми, дал нам детей верующими. И то, что они испортились, по нашей причине.
по нашей причине. И в данном случае, понятно, Аллах испытывает. У пророков были дети, которые были неверующими. Вопрос в другом. Что мы ответим Всевышнему Аллаху? Сделали мы все, что могли? Как эти пророки, как Нух, алейхиссалям, наставлял своего сына. Да? То есть он старался, он сделал. Вот в этот вопрос должен быть понятный результат от Аллаха Субхану ва Тааля. Но наше старание, вот эта ответственность, понимание того, что вот этот ребенок, это аманат Аллаха Субхану. Я не могу просто взять его, выгнуть или оставить без содержания, как поступают некоторые братья. Ушел, развелся, ни детей, ни содержания, ничего. Мать одна его воспитывает. Но ты мусульманин, ты намаз читаешь. А то, что за этого ребенка с тебя Аллах спросит. Содержание – это обязанность. Воспитание – это обязанность. Где ты ходишь? Мусульмане намаз читают, поступает так же. Но это же амана, это право, которое Аллах на тебя возложил. И ребенок с тебя в судный день это спросит. Это не алименты, которые можно показать, что я не работаю и не платить. Аллах справедлив, перед Ним мы не сможем обмануть. И вот эту ответственность мы должны чувствовать, что это право Аллаха. Аллах говорит, не предавайте Аллаха, не предавайте пророка, не предавайте веренное вам. Это предательство. Толк от наших намазов, толк от того, что мы заявляем мусульмане, если вот в таких практических вопросах мы ищем легкие пути, как бы вот обойти, обмануть. Аллах с тебя спросит, Аллах с меня спросит. Это аманат. Вот это чувство ответственности мы должны ощущать. То, что вот этот ребенок, он на моем попечительстве. Возможно, этот ребенок нам спасибо не скажет. Возможно, он... Вопрос в другом. Я перед Аллахом, что я отвечу? Ты женился, ты на себя взял ответственность за эту женщину. Ты забрал у родителей эту девушку. Ты сказал, я беру на себя это попечительство. И потом дальше уже зульм. Ни содержание, ничего, где-то грубость. Ну, подожди, это же вопрос. Возможно, она этого заслуживает. В плане того, что она себя плохо ведет. Но это же закон Аллаха. Ты на себя эту ответственность взял. И если не можешь, не садаешь, разведи красиво. Но зульм делать ты не имеешь права. Потому что это аманат, который ты сам на себя взял, когда женился на ней. Соответственно, вот эту ответственность мы должны ощущать, понимать. И вот это вопрос, вот, особенно вот взаимоотношений между мужем и женой. Это, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, воистине одним из самых худших людей по своему положению в день воскрешения. Самое худшее положение, самое мерзкое, к которому Аллах Тааля будет, самое мерзкое отношение. Кому? Который имел близость со своей женой, и она с ним, а затем рассказал о тайности своей супруги. И опять же, здесь нужно правильно понимать. Хадис приходит про мужа, но он также касается и жены. Когда хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, говорит о том, что женщина выбирает по 4 причинам. Красота, богатство, положение и религия. Я сказал, если вы видите что-то помимо религии, вас ждет тарабат ядак, то есть ваши руки будут в прахе, в пыли. То есть вас постигнет разочарование. И ученые сказали, то же самое касательно мужчин. Мужчин тоже выбирают по красоте, по богатству, по положению и по религии. Если женщина выходила замуж за богатого ради его богатства, Аллах заберет это богатство. И то же самое здесь. И муж может рассказывать секреты жены, и жена может рассказывать секреты мужа. Вот то, что между мужем и женой, это самый большой аманат. Аллах сделал запретным их для всех и сделал разрешенными друг для друга. То есть даже в вопросах аурата между мужем и женой нет аурата, ты полностью оголяешься. Ты больше даже перед отцом и матерью нельзя оголяться. И вот эти все секреты, если потом прийти и рассказывать всем, что может быть мерзостнее вот этого всего. Но это святое, это аманат Аллаха Субхану ва Тааля. Где проявление вот нашей религии? Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говоря, то, что вот эта семья является для мужа и для жены также. Куллюкум ра'ин ва мас'улун ан ра'иятикум. Каждый из вас пастух и будет спрошен за свою пасту. Ему дали этот аманат. Мужу дали жену, жену дали мужу. Жена, если она будет выполнять то, что для нее возложено. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если она будет читать 5 намазов, поститься в Рамазан, хранить свое целомудрие, и муж ей будет доволен. Ей будет сказано, заходи в рай через любые ворота, которые хочешь. При жизни это было обещано одному человеку, Абу Бакру, ради Аллаха. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто сегодня постился? Абу Бакр сказал, я. Кто сегодня навещал больного? Я. Кто участвовал в джиназа? Я. Кто помог? Все это делал, ежедневно делал Абу Бакр. Сколько денег он потратил на пути Аллаха? Участвовал во всех битвах вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Ему было дано. И эта возможность дана женщине за то, чтобы
просто ее муж будет доволен. Это обязанность, это тяжелая вещь, получить довольство. Но это вот этот аманат. И если я проявляю хиянат этому всему, если она выходит и рассказывает про мужа, какой он плохой, зачем? Зачем? Когда приходит калды и говорит, у нас проблема вот такая, такая, такая-то, в этом случае разрешается рассказать. В другом случае, ну это же распространено. Это есть, это проблема, когда сестры сидят и начинают кости промывать своего мужа. Зачем? Неужели, если муж ходит про жену, рассказывает, жена про мужа, Аллах даст баракят этой семье? Аллах их соберет во благе, любовь будет? Не будет. Но не будет на хараме, не будет ничего. Баракят не будет там, где есть харам. Не будет, но не будет любви. Аллах не даст мира в этой семье, когда они все не выполняют свой хак. Не выполняет. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, яумуль арафа, прощальная проповедь, он сказал: я завещаю вам страшиться гнева Аллаха, соблюдать права и свободы женщин. Поясни, у мужей есть права на своих жен, и у жен есть права на своих мужей. Вы имеете право, говоря о мужах, на то, чтобы ваши жены не приводили в ваши дома кого-либо, кто неприятен вам, а также то, чтобы они не переходили границы приличия. То есть это право мужа, это обязанность жены, это аманат, который Аллах возложил на нее. Дальше пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: если же они будут так поступать, то вы вправе покинуть их ложе и выказать укор, то есть проявить недовольство. Права же женщины в отношении вас состоят в том, чтобы вы обеспечивали их материально, согласно общепринятым нормам. Относитесь к женам благожелательно, ибо поистине они привязаны к вам, словно пленницы, и ничем не обладают единовластно. Ведь вы взяли их в жены, как доверенную вам Аллахом. То есть ты брал, ты женился, взял у родителей, взяв на себя аманат, сказал: я буду содержать ее. Доверенную вам Аллахом ценность, и с его именем вступили с ними в законный брак. То есть ты сказал: бисмилля, ради Аллаха, реза булаб алдам. Она сказала: реза булаб шактам, согласием вышла, согласием принял. Ты на свои плечи взял аманат. Она на свои плечи взяла этот аманат. Сказала, что я буду делать все, чтобы муж был доволен. Мужчина берет на себя аманат, что он будет делать все, чтобы довольна была жена. И потом пошло. Он зулм по отношению к ней, она в ответ. И мы хотим, чтобы у нас был долгий семейный брак, чтобы Аллах нам дал любовь. Не бывает такого. Аллах не дает баракята в том, в чем есть запретное. Любовь по милости Аллаха, баракят по милости Аллаха, человек, который отдаляется от харама. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: лучшим из вас являются те, кто лучшим по отношению к своим семьям, по своим женам. То есть на тебя это было возложено. Это право Аллаха. Опять же вопрос, когда женщина пришла к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, сказала: я его не люблю, и я боюсь, что я не выложусь на 100%. То есть Аллах с меня спросит. Для нее было важно, что она будет говорить Всевышнему за то, что она выполняла хак по отношению к мужу. А нас этот вопрос вообще не интересует. Мы о Дуне беспокоимся. Он не купил шубу, она там еще что-то не сделала, и начинается оправдание. Это аманат Аллаха. Это право Аллаха, которое на нас возложено. Поэтому во взаимоотношении с своей семьей, со своими детьми, с теми, с кем мы занимаем, вот этот аманат должен чувствоваться, мы должны понимать эту ответственность. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе Кудси сказал от имени Аллаха: Аллах запретил, он сказал, Аллах говорит: я запретил несправедливость себе и несправедливость всем остальным. Вот этой несправедливости в семье быть не должно. Возможно, она тебя разозлила. Возможно, он ее разозлил. Вопрос в другом. Это право Аллаха. Это не оправдывает грех в ответ, не оправдывает несправедливость в ответ. Потому что за эту несправедливость мы будем отвечать не перед женой или мужем, перед Аллахом субханаху ва тааля. Однажды пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: самым никчемным человеком является тот, кто притесняет свою семью. Его сподвижники спросили: я Расулуллах, что является признаком того, что он притесняет? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: когда такой человек возвращается домой, членов его семьи охватывает страх. А когда он уходит, они чувствуют облегчение. То же самое касается и жен. Когда благая жена подходит к своему мужу, то он чувствует счастье и спокойствие. Повторюсь, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: когда потеряется аманат, ждите часа. Мы за этот аманат будем спрошены. Этот аманат – право Аллаха. Человек, который предал аманат, он предал Аллаха и его пророка. Вот если это понимание у нас будет, мы будем бояться и остерегаться этого.
К сожалению, пока этого понятия у нас у всех нет.